Отец Георгий, а как отличить истинное духовное переживание от обыкновенного эмоционального восторга? Простой эмоциональный восторг, он не всегда плох. Очень трудно это отличить на самом деле. Вот на первых порах церковной жизни, духовной жизни человек находится всегда на подъеме. Через какое-то время ситуация меняется, и это хорошо. Это значит, происходит взросление человека в духовной жизни. Вот здесь есть другая крайность. Конечно, нельзя никогда впадать в прелесть, нельзя прелесть лезть в превосходной степени. Вот эта приставка «пре». Когда мы думаем, что уже чего-то достигли, и вот эти духовные переживания, они и есть самые истинные, и они, когда их не станет, часто человек может впадать в какое-то уныние. Нет, очень важно все-таки мозгами понимать, что взросление в духовной жизни, оно и есть как взросление в жизни обычной. Не всегда нам ходить с Богом за ручку. И вот эти взаимоотношения с Богом, вот как парень и девушка, да? Вначале влюбленность. Они буквально, им все легко, и они не видят изъяны друг друга. И им хочется быть вместе и постоянно проводить вместе время. Через какое-то время ситуация меняется. Особенно, когда начинают жить вместе. Особенно, когда через 5-10 лет. Когда отношения переходят немножко в другую парадигму. И это уже не влюбленность, это уже любовь. И в отношениях с Богом тоже поначалу очень легко. И Бог дает эту призывающую благодать, которую мы можем иногда путать с настоящими духовными переживаниями или каким-то прелестным восторгом духовным. Но оно заканчивается, и отношения с Богом переходят в рутинные. Но очень важно помнить слова Силуана Афонского, который говорил, что самая большая ценность христианской жизни, когда ты не ощущаешь уже как будто бы этой близости с Богом, да, когда поначалу ты ходил с Богом за ручку, но сейчас прояви себя, покажи. Уже не так сильно ощутимо. Когда вот кажется, что не хочется и молиться, не хочется трудиться, не хочется полагать какие-то усердные труды для своей духовной жизни. Уже с постами все обстоит не так просто, как по первости. Но когда у нас этого нету, но мы ведем себя так, как будто бы полнота Святого Духа находится в нас, тогда Силуан Афонский говорит, что это и есть самая большая ценность. Ведем себя так и осознаем, что Бог все равно рядом, просто необходим вот этот период.